Борис Михайлович, чуть меньше года прошло, как мы с вами в этом еще году, в старом, 18-м, познакомились, отсняли с вами 4 короткометражных фильма. Мы уходим в следующий год. Какими надеждами уходим? Какими пожеланиями? И вообще интересуемся, как вот этот год прошел, чего успели, чего добились. Вот я вижу здесь ваша литература, которую вы написали и выпустили. И вот расскажите нам, пожалуйста, нашим зрителям, Самана ТВ, пожалуйста. Так, этот год уходит. Но как он прошел, вот об этом в первую очередь. В течение года мною написано, вернее, и отксерокопировано в 10 экземплярах, а также так нарисовано, написано 12 книг, и даже 13-14. Вот, первые книги. И все посвящены. Эти книги древней истории чувашского народа и чувашеязычных предков. В этих книгах, в 10 книгах, освещена история письменности хуннов. Кто такой хунны? Хунны – это наши прародители, язык которых забыт человечеством, письмена которого утеряны и забыты тоже в силу разных исторических коллизий. Часть этих письмен ушло под землю или в землю в результате войн, недружелюбных отношений народов, а также в силу или по воле и велению ханов. Эти ханы были самолюбивы и златолюбы. Им не нужен был ни народ, ни письмена, ничего. Жили одним днем, вернее, сами себя облюбовывали, обихаживали и уничтожали друг друга. Вот о хуннах. В Хунии было более миллиона или даже несколько миллионов чувашеязычных семейств. Эти семейства все разговаривали на одном и том же языке. Назовем этот язык хунну. Хунну или ху. Ху – это предки хуннов, а хунны – это уже прародители наших чувашей и чувашеязычных. Даже болгары чуваш, наверное. И чувашеязычных народов. Булгары – это тоже чуваши, как и говорится, ответвление, как и балкары. Вот. Дальше, значит, казахи, киргизы, узбеки и далее. То есть это практически это с одной ветки яблоки. Да, это, ну, так и называется яблоко. Яблоки с одной ветки, с одной яблони. А яблоней до хуннов были, это ветки, вернее, это яблони до хуннов были ху. Ху. И еще одна ветвь ся. Ху, ся. Это они были правителями всей китайской территории. Ху
и ся. Это, как и говорится, братья. Вот они поссорились, ну, то надо же владеть и народом, и всем. Они поссорились и разошлись, разбежались. Ся, Син чувашеская, остались на территории Китая, уже который уже занимает современный Китай, а Хо ушли в степь за Ордос. Они пересекли эту степь, и дальше уже, хорошо, что была тогда хорошая погода, благоприятствовала, зелень была, и оказались в Монголии. Монголии осели, и выше заняли места. То есть территории современной Сибири ими уже были Вот, освоены. освоили места вокруг Байкала. Но так как земля вращается, холода, то наступает Сибирь. К Сибири с Аляски стала прокрадываться зима. Оледенение. Можно сказать, оледенение. Вот зима. И наши, это хонны, чуваши, стали отступать с этих мест. Одни ушли на запад, вторые ушли из Монголии на восток. Вот те, которые ушли на восток, они осели в районе Желтого моря, на побережье. Китай... А скажите, а вот есть люди, европеиды и китайский тип людей. Европеиды непременно с усами и бородой. Да, А китайское население, у них нет таких роскошной бороды и усов. Они не владеют, как и европеиды. Да, так. Но если посмотреть на чувашей, Да. тут разные смеси. Есть европеиды, и монголоиды, есть и похожие на китайцев, и на кавказцев. Да. Потому согласен. что чуваши-язычные племена еще до 10-го тысячелетия нашей эры они в разных местах жили. И путешествовали. Они на земле не жили, как и говорится, То есть- на одной точке земли. Они в разных местах, и притом были мореходы, которые строили корабли, на кораблях путешествовали. Эти путешествия, можно сказать, начинались с острова Тельмун. Это большое место жительства. Вот. А А в каком континенте они находятся? это, можно сказать, в Лемурии. Это Индийский океан. Индия, дальше идет уже Персидский залив, и дальше уже Красное море. Вот в этих районах. А с этих районов начинается история чуваши и история Ну, как- русскоязычных народов, и там англоязычных. Вот уже Египет. Тут уже можно сказать. Юго-Восточная Азия и этот Да. то есть в соответствии с Аравийской, то есть Месопотамия, Да, исконные шумеры. Месопотамия тоже. Это плодороды полумесяца. Дети Да. чуваши выращивали рожь, пшеницу, вот, полбу и остальное. Ну, пользуются. Ячмень, наверное. И, да, и занимались земледелием. А вот скажите, вот египетский бог Осирис, история человечества почему-то именно, по-моему, с этого бога начинает. Правильно? Осирис, а ведь это же слово, оно сохранилось по сей день, и чувашский народ Щереш буквально означает Щереш, Осирис. Уза, сер, эше. Да. Это я уже посвятил этой теме в одной из книг. То есть вот в ваших письменах Унда вот где-то это есть, так или нет? И
история наших семейств, чувашоязычных семейств, которые, несмотря на неурядицы и вражду племен, смогли сохранить чувашский язык и донести до наших времен. Чувашский язык, кстати, чуть не исчез во время татаро-монгольского ига. И даже при Ухсах Тимуре эти были губителями чувашского языка и чувашской письменности, вернее, булгарской. Или русские говорят волгары. Да. Вот. Этой письменности. Они изничтожили 1000 с лишним городов и сел Болгарии Волжской. Ну да, по территории, по стране. Вот. А территория была большая. Большая территория же была. Вот. Уничтожили. И всех ученых извели. А дальше уже довершили русские ушкуйники. И Ушкуйники, Ушкан, Самохва. да, Вырос Ушканизм. вырос ушкуйники, русские ушкуйники. Вот. А Русский. то, что не смогли они, и дальше уже делали свои черные дела представители новой религии, Мгм. вот, которая пришла Принятием христианства, от принятием христианства. православная церковь, Да. Вот православие, а также этими. монахи стали А монахи эти, насильствовать. да, всех разогнали, как и говорят, с ученых. А вот вы сказали, что вот все эти книги, литературу вы подарите чувашскому народу. Да. Ну, это, конечно, так, это условно. А вот вы сказали, что один экземпляр, то есть сколько книг получается? То есть 10 томов здесь. И по одному тому каждой вот этой книги вы передадите, значит, Юхме Михаилу Николаевичу. Союз писателей. Союз писателей, который он возглавляет. Ага. Но проблема, а сможет ли Юхма вот это воспользоваться и как-то выпустить? То есть, чтобы вот это увидел свет, чтобы народ увидел. Ведь пока это только мы с вами видим, вот, а увидит ли вот Михаил Николаевич, ведь Юхма тоже ведь не молодых уже лет. Тоже не молодых лет, но месяц назад он сидел над моими рукописями. У него на столе эти рукописи, он работал над ними. Но и цель, конечно, показать народу. Но у него ни времени, Ни времени, ни силы у него ни нет. сил не хватит. И не хватит, как говорится, денег. Да. Ибо Союз писателей безденежен. Безденежен, да, в нищете. В нищете. Вот и месяц уже назад он жаловался. Надо уплатить за аренду, за все прочее. Не знает даже, как выйти из положения. Просто со слезами на глазах. А сейчас, как я вижу, уже министр делает как бы подачку. Но эта подачка уже очень поздняя, где министерство было 30 лет назад. И когда мои книги уже я рассосовывал, как говорится, и в архив Чувашевский, и в архив государственный нашей, это бывшей коммунистической партии, и в библиотеку центральную, где они были тогда при мне. И почему была закрыта газета «Чуваш-Ень». Там чувашские писатели и и русскоязычные читатели и писатели вносили какую-то лепту. Вот она закрыта. Ее нет. И где теперь эти самые книжные магазины? Ну, я так думаю, что вот это письмена Хунну, конечно, во-первых, эти все труды академического плана. Это не для простого читателя. Не простого, но Простой читатель и не поймет, ему это и не нужно. и не нужна. Но
Это нужно студентам, людям образованным, педагогам, преподавателям университетов, вузов. А вот Чувашский государственный университет, факультет, скажем, филологии в этом плане, что, как реагирует? Я там однажды был, как и говорится, какой-то профессор принял одну из книг, полистал и посмотрел не столько на книжку мою и на меня, обратил внимание, а сколько на обед, принесенный из буфета. Видимо, проголодался. Я это самое махнул рукой, сказал: до свидания, с вами нечего разговаривать. То есть они посторонние труды не хотят? Не хотят. Они хотят только то, что сами достигнут, или что сами напишут. И то и публикуют. Да, публикуют. И среди своих, как и говорится, но это компанейщина, Да, это групповщина, это не нужна чувашскому народу. Это мало. Вот. Если так себя, конечно, вести, если факультет, скажем, филологии там или еще культурологии, неважно. Если они ведут так себя, то это мы не должны думать о мировой там культуре или приравнивании к мировой культуре. Если мы себя, то Академия науки и искусства, в общем-то, остается в стороне от всех ваших проблем. Сколько бы вы трудов туда не относили, они ничего не издадут, ничего не выпустят. Так? Теперь, а как может вам помочь, скажем, Чувашский национальный конгресс? Ну вот есть же здания, есть люди, которые работают над культурой. Вот как они относились? Вы обращались к ним, кстати? Обращался. Это лет 15-20 назад. Я там был и на первом, и на втором, и на третьем. Смотрели, проходили мимо. И несколько экземпляров купили. Но это уже давних книг. Вот. Они купили. Но и в библиотеке, как и говорится, самому прежнему главе Национального конгресса я отнес и подарил, вернее говоря, дал примерно 8 наименований книг. Но, как Почему? говорится, молчок. Никто не позаботился о судьбе. Никто ничего, это же после, в то время еще был Михаил Юхма, это, как и говорится, ну, на зените своей славы. Да. Вот. А потом уже ушло. Из тех лет прошло 15-20 лет. Вот уже с 1981-9 годов уже все затихло. И выступления мои были эти самые, как говорится, статьи в Чувашии. Они и сейчас у меня хранятся несколько. Вот так они остались. И остались в памяти народа. Вот. Вот вопрос. Ну, Михаил Николаевич Юхматов вам что-нибудь выпускал от своей редакции? От своего управления? Ни одной книги не выпустил? Ни одной. Ни одной. Плохо, конечно. Ни одной. Вот теперь... Вот и только, как говорится, при его содействии урак. Давайте вернемся вот этому нашему прославленному земляку, академику 6 академий, врачу, профессору. По детским болезням. Да, по детским болезням, церебральный, что такое там, с нервами связано, с мозгами связано. И Анатолий Петрович Ефимов-Урак, наш знатный чуваш, наш Турхан. Вот теперь Анатолий Петрович сможет вам помочь? Кстати, надо сказать, что он в Нижнем Новгороде, вот я для зрителей говорю, в Нижнем Новгороде работает. Сможет, наверное, и советами, и все, может быть, сможет направить по другому руслу. Государство, как Тува. У чувашей тоже есть Тува. Здесь. Тувай районе. Да. Тувай районе. Ага. Вот. Так что мы, хоть и далеко, но
благодаря интернету уже рядышком находимся. И при том, надо запомнить, это центр Азии, Тыва. Тыва. Вот. Там Но они чем могут, скажем, вам помочь? они ухватиться могут за эту книгу. Потому что Ухватиться. здесь история ихняя. И основана история не на это домыслах Да, 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 да. Сергеева, вот, а на конкретных примерах. Мгм. Здесь была азбука, здесь были написаны на толбах, на могильниках и все прочее. И если ухватиться за это, и дальше можно весь клубок вытянуть историю из прошлого. И там же Верхоянск, там же место ссылки Владимира Ильича Ленина, Да, Красноярский край. Да. Село Шушинское. Шушинская. Там он наверняка по-чувашски с чувашами разговаривал. Ну, Ленин-то знал чувашский язык. Он же Знал. вырос среди чувашских ребятишек. Он там это, как и говорится, хотя и были ссылки, но не совсем ссылки, как говорится. Его народ-то знал уже. Да его-то и охранять-то некому было, наверное. Конечно. Что там, полки что ли стояли? Конечно. Вот. Так Ленин. Вот. Хорошо, вот давайте я еще немножко вопрос засвою. Вот чувашской письменности 25 тысяч лет. Вот у вас под правой рукой, вот наверху. Но ведь под эту письменность и русские ведь не согласятся поработать с вашей литературой. Им потому что не важно, чтобы чувашский... То есть им важно, что русский язык – это про язык, а чувашский язык – это для них ничто, это как пустой звук. Они не согласятся взять, скажем, Пусть не согласятся сегодня, пусть не согласятся завтра, но через несколько столетий все равно это Но- вынырнет. Если не вынырнет, но Современное ваше имя, вот Сергеев, фамилию вашу стирут, сотрут, и другой напишет свое имя там. И будет как ученый, который исследовал и разработал, может быть, это могут то истерить, есть присвоить. все это могут присвоить. Но то, что внутри, вот эти знаки, они прочесть не смогут, если не прочтут все это, если я не выдам, как и говорится. Ведь это тут сам секрет, особенно вот этих, как и говорится, вот они. Мгм. Они читаются так, Мгм. так каждая читается. И так читается. Еще читается с заглядом внутрь, за кулисы. Еще читается с приглядом вот между рисунком Мгм. и зрителем. Вот в чем-то дело. А тут каждый знак обладает примерно со 100 словами. Примерно 100 слов в каждом знаке. Вот эти 100 слов этого знака, 100 слов этого знака, 100 слов этого знака. Выбирай. Выберешь вариант, вроде хороший. Еще разок прочитаешь. Опять не то. Вот. Какую бы фамилию ни ставь, все отринет. Мгм. Потому что это уже записано на камнях. Он не прочет ее, Не прочитано. тот лжеученый. Да, не прочитал. И это самое, как и говорится, вот эти же знаки, они повторяют, они везде есть. Вот у инков есть, на острове Пасхи, Пасхи, да. в Тихом океане тоже. И, как и говорится, и Пещеры Ляско во Франции, Альтамира, Пещера в Испании. Как это прочесть? Оно читается так читается. И в то же время является картой реки, местности, Мгм. карта местности. И показывает, где что расположено. Мгм. И что этот знак еще подчеркивает, вот видите, это земля вроде. Значит, над землей, в горах. А так, если посмотреть, это небо, Мгм. под небом. И притом вон, и шалаши, и пещеры, и все тут есть. И самца, и само животное даже показано. Это было 25 тысяч лет назад. Вот, это не андертальцы,
о неандертальцах говорят, это о неандертальцах сказано, что они только могли мычать или блеять, и все. А в этих пещерах каждая, Целый мир. целый мир изображен, и притом мир животных, с которыми они сталкивались, и все прочее. И притом этот мир нарисован для того, чтобы сделать охоту на животных удачной. Ну как это? Стреляли мы из лука или копья метали. Вот додумались до чего. Нет. Не это они изображали. Они изображали, показывали мир, в котором они живут, район, где они находятся, и свою мечту выражали. И там есть еще рисунки звездного мира. И То есть это не просто какие-то черточки, Да, какие-то, да. а именно выражение чувств, выражение выражение искусства, да, выражение культуры, то есть и языка. языка. То есть получается язык, и мы говорим же, язык это как бы инструмент для общения. Да. И тут это все есть. И притом, эта пещера, где нарисованы эти фигуры, да все прочее, она являлась для того мира и для нас является академией Академия. знаний. Вот, Больше. кстати, мы заговорили сейчас вот о древней письменности Ляска. Я тут вспомнил Игоря Прокопенко, который у нас в передаче идет РНТВ. Вот у вас и книга здесь «Неизвестная Русь». Как вы сами думаете, нельзя ли обратиться вот к Прокопенко? В этом плане может ли он быть полезен вам? Потому что это же его тема. Это его тема, но есть одно но. Опять он может все это сделать, все это преподнести нам, но надо же не только преподнести. Вот. Он ее перепишет на свой лад. Он-то это перепишет, но уже не то. Потому что здесь рисунки, здесь буквы, и все прочее. Он просто не осилит в данное время. Хорошо, вот в тех передачах, которые вышли в интернет-вещании, под моей редакцией было несколько высказываний людей, которые именно понимали ваш труд относительно проблематичности издания, и в то же время говорили, то есть они вспомнили, что, может быть, надо как-то помочь вам экономически, то есть какие-то денежные, финансовые что-то проблемы. Я, кажется, вам тоже звонил тогда, говорю, вот люди относятся так. Может быть, есть смысл обратиться к людям, народу? Вот это и не только смысл, я сразу же даю сигнал. Посвящаю чувашскому народу или чувашеязычному народу. Посвящаю. Бесплатно дарю, как и говорится. Но это же не от богатства. Я получаю просто пенсию, маленькую пенсию. И с этой пенсии урезаю примерно 1200-1300 ежемесячно. Чтобы собрать эту книжку. Ну, как собрать? Купить бумагу. Вот, как говорится, оснастить принтер красками, да все прочими. И притом, купить бумагу-то, ладно-то. Но ведь у меня здоровья уже нету. Я должен лишь это лечить сам себя. Вот, и это, и не только этим расходы-то, кроме на бумагу, на это идут на электричество. Да. Квартплата нужна. Отопительная система тоже маячит. У меня уже долг 100 тысяч. Вот. Раза два уже отключали электричество. Но я-то, как и говорится, говорил, показывал им. Вот так. Пока отстали. Но это отстали. В этом году, в следующем году опять будет. Вот. Но ведь они могут не пощадить. Не пощадить. Это обязательно могут, потому что уже год с лишним почти. Обращаться исполнителям от власти, кто там, военизированные какие-то
А это без толку? Да. Отключат, не А. пощадят. Сейчас народ ведь люди Живут вовсе не... по волчьему закону. Да, да, да. Это раньше было хорошо. Друг, товарищ и брат. Вот. Может быть, наступит времена, а мне-то что? У меня не осталось ничего. Года уже ушли. Эти останутся. А кому достанутся? Вот и я вынужден или распространять, или школам передать. Ну, школам отдадите, а что школы? Школьники? А школа они без толку. Да. Это учителям Школьникам это не нужны. не нужны. Это опять им нужно вот, Университеты. да, университеты, высшие учебные заведения, которые готовят, скажем, специалистов образовательных для образовательных учреждений. Для дипломатов, скажем, Так. знать. И при том, Языки. естественно, сотни языков у меня сопоставляются. И потом это профессиональные историки должны быть заинтересованы, потому что в них история вся. Но до них-то не доходят, потому что Да. мало Они книг. не знают об этом. Они не знают. Я несколько раз был в институте образования. Вот. Там тоже с этими книжками да все прочее. Они просто отнеслись наплевательски. Вот. Они говорят, а нам это нужно, а нам это нужно, не нужно. То есть практически никто не заинтересован. И никто не заинтересован. И потом только деньги их Да, интересуют. Лишь бы получить. Ладно. Пожалуйста, ведь человек, который отдал всю жизнь научным изысканиям, исследованиям, вот стены в трещинах, вот тут расколы, все, штукатурка в трещинах. Вот как вот так должен жить человек. И некому, скажем, помочь ему, некому хлеба принести, некому за молоком сходить в магазин. Старое уже оборудование, негодное абсолютно. Ну вот. Трещины повсюду. Так, если трещины, так может... Вот потолки все в трещинах, А ты вот это обшарпанные. папа сними. Смотри-ка. Вот так живут россияне, люди, отдавшие свою жизнь, преданность, служившие науке. А ведь труды Эрнста Михайловича, наверное, можно приравнивать как открытие. Потому Повсюду что- трещины, даже тут. Это ведь не какая-то азбука, это открытие. То есть найти, додуматься, способ расшифровки и так далее, древнюю письменность, руну, вот это, наверное, открытие его для нашей науки. Но вот время наше такое, что Папа, иди в туалет, никому Эрнст со своими знаниями не нужен. Папа, иди в туалет, посмотри. Глеб, отойди в сторону. Вот, смотрите, в каких условиях живет наш ученый. Это умывальник. Все это запустение, опустошение. Не работает. Кстати, не работает, да, унитаз? Водички, воды нет? Или... Нет, вода есть, но старый. Старое оборудование. Конечно, все надо менять. И трубы, наверное, А у нас протекают, не наверное, старый. поди. У нас красивее туалет, чем такой. У нас такой нет. Ну, вот видите, какие стены. Вот такие стены. И некому помочь человеку, одинокому. Да.